июля 1987 года вышли первый номер журнала «Чуранчик и колокольчик». Они выпустились как самостоятельные издательские работы. То есть был журнал «Чуранчик» на якутском языке и журнал «Колокольчик» на русском языке. Несмотря на то, что они дублировали, они заработали очень большую популярность среди детей, родителей и педагогов республики. Мы все помним, как в библиотеках собирались родители, как в них зарождалось доверие к этим журналам. Дети тех лет всегда с упоением читали эти журналы. Мы ждали, когда журналы появятся в нашем почтовом ящике. Сейчас журналы печатаются 28 страниц. Плюс один раз в квартал мы печатаем предложение в 16 страниц. Мы все знаем, что сейчас у всех детей практически есть свои гаджеты. Всегда, во все времена, сочетание разных методов, разных технологий, даже разных путей сообщения всегда приводили к очень хорошим результатам. И я уверена, что сегодня тот видеоконтент, который мы добавили к рисункам, к фотографиям детей, к самому тексту, они открывают журнал иначе. Они захватывающе вводят детей в удивительный мир литературы и в удивительный мир чтения. С этим знаменательным днем я хочу поздравить наших юных корреспондентов, наших педагогов, которые в течение многих лет сотрудничают с нашей редакцией. С 2013 года на базе детских изданий «Чуранчик», «Колокольчик», «Кескиль» и «Юность Севера» было создано детское издательство «Кескиль» имени Николая Егоровича Моргинова «Амма Ачылия». Мы сегодня издаем 4 периодических издания, мы сохранили эти издания. Кроме того, я с гордостью объявляю, что на сегодняшний день, по сравнению с прошлым годом, подписка на наши издания увеличилась более чем 20 раз. И я думаю, что эти цифры будут увеличиваться, потому что мы делаем все для того, чтобы журнал был содержательным, помогал родителям, помогал педагогам, помогал бабушкам, дедушкам и, конечно же, через их призму помогал детям расти креативными, творческими, целеустремленными детьми. И, конечно же, мы влаживаем туда и патриотический смысл воспитания. Родная республика, история родного края – это была единственная, наверное, сохранившаяся рубрика, которая в полной мере, вплоть до названия, потому что в первом номере журнала «Колокольчик» и «Чуранчик» был опубликован список рубрик. И там первым называют рубрику «С чего начинается Родина?». Я желаю всем, чтобы журналы стали долгожданным гостем, чтобы дети просили у вас этот журнал, чтобы они смотрели его везде, и на бумаге, и в социальных сетях, и на электронных средствах массовой информации. Чем больше мы говорим детям о тех вещах, которые мы привыкли говорить в традиционных печатных СМИ, тем мы сохраняем их тягу и любовь к чтению. Поздравляю вас с праздником, с выходом первого номера журнала «Колокольчик» и «Чуранчик». Дорогие ребята, сегодня я хочу вам рассказать о том, как создается журнал. Что нам для начала нужно? Нам нужна идея. А как же появляется идея? Сейчас я вам расскажу. Каждый месяц наша редакция собирается на интересное собрание. Она называется «Планерка», на которой вся наша редакция рассказывает свои идеи, какие-то пожелания, возможно, собирает какие-то интересные письма детей, зачитывает их и думает, а может быть ставить это в наш номер. Также мы обсуждаем то, как будет выглядеть наш будущий журнал, какой будет макет, что пойдет на обложку,
какие будут сказки, какие будут рассказы, игры, какие-то, может быть, конкурсы интересные, может быть, что-то такое веселое, интересное, сказочное. Все мы это делаем для вас, ребята. А как вы думаете, создавать журнал легко? Я думаю, нет. Потому что над выпуском одного журнала трудится целая команда профессионалов, творческих людей. Как вы думаете, кто входит в команду профессиональных творцов? Ну, например, главный редактор, выпускающий редактор, верстальщики, художники и иллюстраторы, нештатные корреспонденты тоже, думаю, входят в эту же команду. Также в команду входят редакторы и корректоры. Главный редактор. Что же он делает? У главного редактора самая ответственная миссия. Каждый месяц собирает редакцию вместе на обсуждение идей, пишет статьи, контролирует работу редакции, устанавливает связи с другими журналами, а также школами, детскими садами, приглашает дружить с нашим журналом. У главного редактора большая и ответственная работа. Еще у нас есть художник-иллюстратор. Как вы, наверное, догадались, он создает как раз таки иллюстрации к нашим любимым сказкам, рассказам. Как только журнал почти сверстан, его отдают корректору. Корректор проверяет на ошибки, недочеты, опечатки. Также он проверяет фотографии, картинки, чтобы все было гармонично и красиво. А еще есть важная должность – это верстальщик. Он делает журнал таким, каким мы его получаем, красочным и интересным. Верстальщик получает текст и рисунки от художников, редакторов и составляет это все в цельный макет. А еще есть такая должность, как шеф-редактор или выпускающий редактор. Чем же он занимается? Курирует всю творческую работу от А до Я. Также шеф-редактор работает над текстом, читает и выбирает сказки, дает задания художникам, нештатным авторам и юным корреспондентам. Также проводит встречи с юными читателями, берет интервью и решает, пойдет ли тот или иной материал в номер или нет. Теперь наш журнал почти готов, и для этого верстальщик отправляет готовый макет журнала в типографию. Давайте же заглянем в типографию. С самого начала здесь макет журнала получают с помощью специальной программы и складывают в определенную форму. Указывают тираж и отправляют на специальное устройство. Здесь макет журнала с помощью лазера переносится на специальную пленку. Это называется экспонирование. После этого пленка попадает в другую машину, проявитель, где печатается на специальном листе. Теперь уже отправляем на печать. Журнал печатается со скоростью 12-13 тысяч листов в час. Теперь наш журнал будет сушиться и проверяться на различные технические ошибки. Где-то неправильно напечаталось, где-то закончилась краска, а может лист просто съехал и вышло криво. Теперь листы отправляют в переплет, и здесь журнал фальцует. Фальцовка в типографском деле – это процесс складывания листов в тетради определенного объема и формата с определенной последовательностью страниц. Дальше тетрадки отправляют в подборку, где их собирают в один журнал, а после все сшивают вместе. Теперь, когда журнал почти готов, его отправляют в обрезку, где с 3 сторон обрезают лишние края. Вот и все. Журнал готов к отправке в магазины, детские сады, школы, а также, конечно же, к юным читателям во все уголки республики. Ребята, вы знаете, в каком году вышел первый номер журнала «Колокольчик»? Я вам скажу. В 1987 году в июле. И 30 июля в этом году журналу исполняется 33 года. С каждым выпуском, с каждым годом журнал становится все интереснее, замечательнее. Проводится много различных конкурсов, мероприятий. Ведется работа как с учениками школ, воспитанниками детских садов, педагогами, воспитателями, логопедами, родителями. Также, несмотря на то, что у нас была пандемия и мы работали как бы на удаленке, мы все равно проводили конкурсы. Например, конкурс «Длинная коса для девочек» или для мальчиков конкурс «Катюша», конкурс военной техники. Все наши конкурсы проводились онлайн, подведение итогов, работа жюри, прием и работа с участниками. Все это у нас было в режиме онлайн. В нашем журнале есть интересные и замечательные рубрики. Например, рубрика «Читаем вместе». Здесь можно найти различные сказки, рассказы русских, якутских, зарубежных писателей, народные сказки. Также у нас есть рубрика «Мой родной край».
Здесь можно найти все интересные истории, рассказы, удивительные факты о нашей родной республике. В честь 75-летия Победы наш журнал выпустил такую вкладку, как «Воины-якутяне, герои Советского Союза». Но у нас идет в виде карточек. С одной стороны у нас портрет героя, а с другой краткая биография. Также все карточки можно сложить в конверт колокольчика. Под рубрикой «Почта колокольчика» колокольчик публикует письма детей со всей республики Саха-Якутия. Также у колокольчика есть друзья – Капелька, Вольтик и Хлебушек. Капелька нас рассказывает о том, как правильно очистить воду, как сберечь воду и также как работает водоканал. Хлебушек у нас рассказывает о том, как испечь вкусный хлеб, что у нас производится на якутском хлебокомбинате и различные вкусные рецепты. Вольтик рассказывает о том, как правильно обращаться с электроэнергией, электроприборами и что делать, если электроприбор сломался. Также у нас есть замечательная рубрика «Колокольчик в Заполярье». Здесь на страничках журнала мы рассказываем о арктических улусах нашей республики. А чтобы отвлечься и отдохнуть, у нас есть интересная рубрика «Забава», где можно найти разные загадки, ребусы, задачки, раскраски на любой вкус. Также на страничках нашего журнала можно найти QR-коды. Это ссылки на наш YouTube-канал, Instagram-канал. Также обложка нашего журнала у нас необычная, она у нас анимированная. Всего лишь нужно скачать приложение InVision, навести на обложку, и она живет. Солнце ярко светит, шурится с небес, на порогу не жарко, не пора ли лес? Сандер Твардовский. Июль, макушка лета. Июль, макушка лета. Напомнила газета. В июньском номере журнала «Колокольчик» вышел такой необычный комикс. Называется «Злой вирус». Комикс о том, как Чучуна и его друзья победили злой коронавирус. В журнале «Колокольчик» можно найти много нового, интересного, познавательного. Журнал станет вашим другом, спутником, скрасит ваш досуг и научит чему-нибудь новому и полезному. Подписывайтесь на наш журнал, подписывайтесь на наш YouTube-канал, Instagram-канал, следите за нашими конкурсами, мероприятиями, акциями и развивайтесь вместе с колокольчиком.